Эта новость разорвала интернет. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что вызвало недовольство у таджиков и откуда у них вообще столько наглости. Подписывайтесь на наши обновления, и точно будете в курсе всего самого актуального. Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев на своей странице в Фейсбуке опубликовал фотографии с беспилотниками Байрактар. Их он подписал словами «Акинджи». Наши. Спасибо братскому народу. Неизвестно, закупил ли Кыргызстан эти беспилотники. Официальных сообщений ни от ГКНБ, ни от администрации президента и других ведомств еще не было. На одной из фотографий Ташиев стоит рядом с Халуком Байрактаром, который является гендиректором турецкой компании Байкар, производящей беспилотники. Байрактар Акинджи – это турецкий ударный беспилотник, который Турция приняла на вооружение в 2021 году. Как вы относитесь к такой ситуации? Ведь они сами говорили, что еще не высохла кровь погибших соотечественников в приграничном конфликте, а уже выставляют фотографии с новыми байрактарами. Это намек? Как вы думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У Кыргызстана уже есть продукция компании Байкар, беспилотники Байрактар ТБ-2. Они на вооружение Кыргызстана поступили в конце 2021 года. Тогда в пресс-службе президента заявили, что их купили на средства республиканского бюджета, но не уточнили, какую именно сумму на них потратили и сколько конкретно Байрактаров они купили. Позже появились сообщения, что Кыргызстан приобрел 3 турецких беспилотника. Ранее Таджикистан заявил, что Кыргызстан использовал беспилотники во время масштабных боестолкновений таджикских и кыргызских военных, которые произошли в середине сентября. Кыргызская сторона не подтверждала эти сообщения, но и не опровергала их. Между тем, в Астане состоялась трехсторонняя встреча лидеров Таджикистана, России, Кыргызстана Эмомали Рахмона, Владимира Путина и Садыра Жапарова, где были обсуждены приграничные конфликты. Между тем, президент Таджикистана проанализировал мировую политическую ситуацию, влияние внешних факторов на экономику и безопасность стран, говорил о продовольственном и энергетическом кризисе, изменении климата и влиянии пандемии COVID-19, последствиях конфликтов в разных регионах мира. Касаясь негативных последствий этих рисков, Эмомали Рахмон предложил наряду с работой, проводимой в рамках СНГ, принять более эффективные меры для совместного реагирования на нарастающие вызовы и угрозы. Приоритетным направлением отношений государств-членов названо многостороннее экономическое сотрудничество, так как государства Союза располагают большими ресурсами для его развития. Следует сказать, что несмотря на результаты, достигнутые странами Содружества независимых государств, за последние 3 десятилетия все еще существуют перепоны и ограничения, препятствующие дальнейшему взаимовыгодному развитию. В качестве основных угроз безопасности стран были названы терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков, киберпреступность и другие проявления транснациональной организованной преступности. Как вы относитесь к такому поведению Кыргызстана и Таджикистана, что даже уже Россия решила встрянуть в этот конфликт, хотя в основном были просто наблюдателями? Видите ли вы в этом какие-то изменения и, возможно, напряжение? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.